В связи с угрозой коронавирусной инфекции наше лечебное учреждение, как и все медицинские организации республики, работают в условиях повышенной готовности. Это означает, что в нашем районе развернут госпиталь для больных коронавирусной инфекцией на 15 коек на базе инфекционного отделения ЦРБ. В этом же здании, в отделении психотерапии, организована гостиница для бригады медицинских работников, которые в течение 14 дней круглосуточно проводят работу в этом госпитале. Госпиталь оснащен 2 аппаратами ИВЛ, а также кислородными концентраторами при необходимости кислородотерапии для больных коронавирусной инфекцией. Кроме этого, в нашем районе на базе Андреевской врачебной амбулатории развернут изолятор для контактных с коронавирусной инфекцией. Там будут пребывать здоровые люди, которые имели контакт с больным коронавирусной инфекцией, и будут переводиться при первых симптомах заболевания в госпиталь коронавирусной инфекции, или, если они будут здоровыми, то по истечении 14 дней отпускаться домой. В настоящее время в Андреевской врачебной амбулатории пока госпитализированных нет. В рамках организации работы в условиях пандемии коронавируса нами созданы бригады из врачей и средних медицинских работников для работы в госпитале. Проведен с ними инструктаж, обеспечение средствами индивидуальной защиты и составлен график работы при необходимости развертывания этого госпиталя. Работа медицинского персонала организована на основании методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации. Нашу работу мы строим по приказам Минздрава Республики, которые направлены на соблюдение карантинных и ограничительных мероприятий в рамках работы медицинских учреждений в условиях эпидемии. В связи с этим на карантин у нас закрыт круглосуточный стационар, и работает он только для приема экстренных пациентов. Плановые пациенты и пациенты, которые были запланированы для лечения в дневном стационаре, сейчас должны проходить лечение в условиях стационара на дому. Эта работа организована так, что участковые терапевты приходят к своим хроническим пациентам, которые находятся у них на диспансерном наблюдении, назначают лечение. После этого уже участковые медсестры или фельдшера в деревнях приходят домой для того, чтобы осуществить инъекции лекарственных препаратов по назначению врача. Скорая помощь, неотложная помощь, диагностические службы – все работают в штатном режиме. Детская поликлиника продолжает вакцинацию детского населения в строго отведенные для этого дни – вторник и четверг, а также в понедельник до обеда и в пятницу до обеда по определенным прививкам. Об этом объявления были даны. Я надеюсь, что мамы, молодые родители за этим следят. Изменена и форма организации консультаций в республиканских медицинских учреждениях. Сейчас до отправления пациента на консультацию мы ставим его в республиканской медицинской информационной системе на консультацию удаленную. После этого запрашивают у нас все необходимые диагностические проведенные пациенту мероприятия или дают свои рекомендации удаленно, или приглашают пациента непосредственно приехать в республиканские больницы. Химиотерапия для онкопатологии пациентов, которые состоят на диспансерном учете, и лечение у онколога проводится в штатном режиме. Пациенты в назначенные дни ездят в Уфу на базе республиканского онкологического диспансера или на базе гематологического отделения 13-й больницы на плановое лечение. Стоматологическая служба работает на прием по экстренным показаниям. В настоящее время стоматологическое отделение снова у нас переехало в помещение приемного покоя. Через отдельный вход можно туда зайти с 8 утра до 10 вечера. Прием ведет один стоматолог по экстренным показаниям. Работают в 3 смены без выходных. В субботу и воскресенье также смена с 8 до 10. Поэтому просим не запускать зубы и при острой зубной боли приходить к врачу. Плановая помощь пока отсрочена. В настоящее время закончился карантинный период всех
людей, прибывших из-за рубежа в наш район. Таких у нас было 32 человека, карантинный период у них уже прошел. Результаты проб всех этих людей были отрицательными. В настоящее время по коронавирусной инфекции у нас сохраняется опасность распространения в районе за счет граждан, приехавших из других регионов, особенно это Москва и Питер, а также из вспышки очага в Республиканской клинической больнице, где наши жители проходили стационарное и амбулаторное лечение. Поэтому тех людей, которых посещают медицинские работники в защитных костюмах, просим не бояться. Они берут пробы в диагностических целях, дают рекомендации по наблюдению за симптомами развития заболеваний или их отсутствием, проводят вам инструкцию и просят сидеть на самоизоляции в течение 14 дней. Поэтому большая просьба к жителям соблюдать режим самоизоляции и не нарушать его. Это связано не только с тем, что вы можете сами утяжелить течение своего заболевания, если появятся первые симптомы заболевания, но также вы представляете опасность другим людям. И среди людей, с которыми вы нечаянно будете контактировать в магазине или на улице, в других общественных местах, среди них могут быть ослабленные люди и с иммунитетом, и с хроническими заболеваниями. Поэтому просим вас, призываю вас к ответственности и соблюдать все-таки режим карантина строже. Пожилые люди, которым выписываются у нас льготные лекарственные препараты, они обеспечиваются этими льготными препаратами на несколько месяцев вперед. Сейчас эта работа проделывается, и им это организовано, доставка этих лекарств организована силами социальных работников и фельдшеров. Поэтому тоже хочется их призвать к тому, чтобы они берегли свое здоровье, оставались дома и обращались по телефонам горячей линии к социальным службам для того, чтобы доставку питания и препаратов делали им на дом. Это уменьшит риск заболеваний их и будет служить профилактикой распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день у нас под наблюдением находится 18 человек, выписанных из РКБ по риску коронавирусной инфекции, и около 50 тех, кто был на амбулаторном приеме. Сейчас изучается и проводится опрос по контактным лицам. На сегодняшний день это 236 человек. Все они, до них всех наши специалисты дозвонились, провели инструктаж и попросили уйти в режим самоизоляции. Поэтому к ним тоже очень большая просьба соблюдать этот режим. Кроме этого, лица, у которых повышенная температура, симптомы простуды, просьба вызывать врача или скорую помощь на дом. И первые вопросы, которые будут задавать медицинские работники, это сбор эпидемиологического анамнеза. С кем вы были в контакте, были ли в контакте с теми, кто приехал с вахты и так далее. Поэтому на все вопросы просим отвечать честно. Это тоже все-таки установление большего круга контактов позволит провести профилактические работы и лучше, и сдерживать вспышку коронавирусной инфекции в нашем районе.